Добрый вечер, дорогие друзья, добрый футбольный вечер. Узбекистан, город Ташкент, стадион Пахтакор. Старосоветское дерби, дорогие друзья, но уже в эпоху независимости этих стран Пахтакор Ташкент играет против московского Спартака. Это киберспорт, это чемпионат по ПЭС среди двух братьев. Битва двух столиц. Кто же из них будет сильнее? Это матч-реванш. Так, на ваших экранах старты составы команд Пахтакора, а сейчас будет состав московского Спартака. Вот что выбрал на эту игру Пауло Ванолли. Через несколько мгновений прозвучит стартовый свисток арбитра сегодняшнего этого матча Сергея Карасева из Москвы. Я думаю, участники готовы. На старт. Поехали. Пахтакор сразу взялся за контроль мяча в этой игре. Ну, еще в советских времен, дорогие друзья, эти команды бились не на, как говорится, не на шутку. Но это уже новейшее противостояние этих двух команд в области киберспорта. Кремец, Азамов, Софиев. Пахтакор атакует. Какой момент. Дальний удар. Ой-ой-ой. Чуть-чуть не хватило. В сантиметрах прошел мяч от ворот московского Спартака. Да, такой футбол нам не нужен. Как это понять? Или мотивация не так уж стимулирует вас? Но, увы. Вы знаете, если вы проигрываете, то накрываете двойной стол после этого матча. Максименко подает. Но футболисты ташкентского Пахтакора выбивает этот мяч. Жиго, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Айртон. Последний матч проводит этот бразильский футболист в составе красно-белых. Алекс Крал. Но молодцы, перехватывают футболисты ташкентского Пахтакора. Ай-яй-яй. Теряет мяч на ровном месте футболисты узбекской команды. Но есть момент. Единственный опасный момент в этом матче был на 10-й минуте встречи, когда футболисты Пахтакора из дальней дистанции могли открыть счет. Такой, какой момент, ну! Что ты творишь? Что ты творишь в этой игре? А так был близок гол. Близок к голу наш уважаемый участник этого матча. Зобнин. Хороший пас на Соболева. Александр Соболев. Но блестяще тут играют защитники. Андрей Ещенко. Но Эскильпонсе. Какой момент был у Спартака. Ну вот, мы видим, картина начинает меняться. Обе команды играют по накалу страсти. Это был лучший, по крайней мере, матч. Как говорится, матч Ювентус ПСЖ мы такого накала страстей мы не видели. Эскильпонсе удар. Уже второй момент у московского Спартака. Но чувствуется, что геймер потихоньку просыпается. Все-таки на кону такой стимул. Ну, кто хочет накрывать двойной стол в первый же день уразы? Интересный матч мы смотрим, дорогие друзья. Машарипов. Ну, отдай пас. Сабир Хаджаев. Отбирает мяч у него Роман Зобнин. Александр Соболев. Эскильпонсе. Вперед. Какой момент, какой... Ну, ох, какой момент. И свисток на перерыв, на второй тайм, дорогие друзья. Не уходите. Мы вернемся через несколько секунд в матче между Пахтакором и московским Спартаком.
И вновь, дорогие друзья, это Ташкент, стадион Пахтакор. Матч между ташкентским Пахтакором и московским Спартаком. Это киберспорт. PES 2021. Битва двух братьев. Старосоветское дерби в эпоху независимости этих стран. Ташкентский Пахтакор и московский Спартак. Битва двух столиц, можно будет так сказать, охарактеризовать. Прозвучит сейчас свисток на второй тайм. Это матч-реванш между двумя братьями. Старт. Дорогие друзья, московский Спартак уже начал контролировать второй тайм. Не, увы, а нет. Думал, перехватят футболисты ташкентского Пахтакора мяч, но, к сожалению, не получилось. Нет. Так, мы видим, как прекрасно владеет мячом футболисты ташкентского Пахтакора. Но аут будут бросать футболисты узбекской команды. Владение мячом 58% против 42%. Что такое с сегодняшним московским Спартаком? Владимир Шарипов. Прекрасный удар, но Максименко на месте. Этот матч очень меня сильно удивляет между двумя братьями. Как ни странно. Так, футболисты ташкентского Пахтакора контролируют мяч, мы это видим прекрасно. Кстати, если игра завершится нулевой ничьей, дорогие друзья, победитель решится в серии после матчевых пенальти. Так, Владимир Шарипов подает, но защитники красно-белые на месте. 63-я минута матча. Будет ли замена в этом матче, но пока игроки, геймеры молчат. Их все устраивает, но мы видим, что футболисты не устали, и сами геймеры не устали, но в чем причина, я не знаю. Ювентус, ПСЖ, хотя это два известные команды. Так, Эсекиль Понце отбирает мяч, быстрый перехват московского Спартака. Но тут же футболиста ташкентского Пахтакора. Ну зачем? Кому? Кому? Зачем? Непонятно, кому отдал пас. Хурсанджон. Мяч перехватывают футболисты ташкентского Пахтакора. Свисток арбитра молчит. А значит, все в порядке. Так, мы видим момент у Александра Соболева. Ну, пожар в воротах ташкентского Пахтакора мы видим. Футболисты. Так. Александр Соболев. Тут же выбивает мяч защитники узбекского клуба. Прессингуют. Но. Такой футбол нам не нужен. Что вы творите, ребята? Может, по шоколадке вам, чтобы были силы? Футболисты Спартака разыграли мяч. Александр Соболев по правому флангу. Навес. Но. Куда ты торопишься, Хуршбах? Так, от ворот выбивает вратарь ташкентского Пахтакора, а Александр Соболев перехватывает мяч, но совсем мало времени остается до окончания этого чемпионата по PES 2021 между ташкентским Пахтакором и московским Спартаком. Пока сильнейшего победителя пока не выявлен. Ничья 0-0. Арбитр ничего не добавляет. Итак, матч окончен 0-0, и мы переходим в серии 11-метровых пенальти. Итак, дорогие друзья, статистика на ваших экранах. Мы видим по итогам этого матча. Итак, серия пенальти. Все решится в серии пенальти. Это лотерея. Кто победит в этом матче? Спартак или Пахтакор? Заруба. Битва за ифтор. За шашлык. Ну, посмотрим. Первым будут бить футболисты ташкентского Пахтакора. Сергеев под 11 номером. Так. Прозвучал свисток, и мы будем молчать. Удар.
Как же ударит футболист. Молодец, Александр Максименко. Отбивает мяч. 0-0. Ну, у Спартака будет бить Эсекиль Понсе. Ну, прозвучал свисток. Хороший разбег. Ну, молодец, Эсекиль Понсе. Выводит Спартак вперед. Просто красавчик. Машарипов под 9 номером будет бить второй пенальти у ташкентского Пахтакора. Удар. Разбегается. Какой красавчик Александр Максименко. Второй пенальти отбивает. Ну, я думаю, что будет пополам на Ифтории. Александр Соболев бьет у Спартака. Разбег, удар. Ну, просто красавчик. Ну, просто красавчик. Третий удар у футболистов Пахтакора. Хамдамов. Но выше ворот. Как так? Видно, я перехвалил футболиста, игрока Хурсанда Ульмасова. Третий удар, и все, Спартак будет победителем в этом матче. Пенальти бьет у Спартака Айртон. Айртон у нас мастер битья по пенальти в составе красно-белого. А нет, интрига возрождается, отбивает голкипер Пахтакора. Драган Черан, один из лидеров ташкентского Пахтакора, капитан команды. Кстати, один из исполнителей 11-метровых у ташкентской команды. Разбег Драгана Черана, удар. И он сокращает счет в этой встрече. 1-2, но все решится этот гол. Этот удар. Андрей Ещенко будет бить. Мы будем молчать. Разбег. Удар. Промах. Как такое может быть? Да. Это круче, чем Ювентус ПСЖ. Так, не все потеряно у Хурсанда. Ну давай, Хурсанд. Сравнивай счет. Ну, сможет ли? Все, дорогие друзья, Спартак побеждает. И в этом матче Хурсанд Хушбахт Ульмасов вырывает победу в этом матче. Итак, Ифтор делится пополам. Я на этом прощаюсь, дорогие друзья. Саидjon Сулейманов был все это время вместе с вами. Удачи, любите футбол, берегите себя.